Устройство больше похоже на воздушный шар, но это только снаружи. Беспилотный аэростат позволяет создателям получить данные в околокосмическом пространстве. Первый ингушский зонд спроектировала целая команда энтузиастов. Выпускники физико-математического факультета рассчитали его скорость и высоту взлета. Пока зонд бороздил космические высоты, ребята при помощи радиопередатчика отслеживали его движение и получали информацию. Выше 10 километров уже улетел. Вот. Ох, ехать туда. Сейчас он вернется, прикинь. А вы не ждали? Если он вот так по дороге полетит, нормально. Идея создания первого ингушского зонда принадлежит преподавателю курса «Юный техник» Руслану Яндееву. Он успешно прошел обучение в Калифорнии и стал организатором Google в Ингушетии. С детства увлекается физикой и, как любой мальчишка, мечтал полететь в космос. 2 года назад Руслан занялся созданием аппарата, нашел команду единомышленников, и разработчики вместе воплотили идею в жизнь. Зародилась идея сделать это у нас, продемонстрировать, соответственно, на основе создания всего этого, простоту, доступность этих технологий для школьников, для студентов, для всех желающих, чтобы они уже имели понятие, чтобы они не боялись этого. Первый ингушский зонд положил начало новым технологическим возможностям для ребят Ингушетии. Программа его проектирования, как говорят сами физики, совсем несложная. Главная деталь – источник питания, выполненный из 3 плетеных батареек. Физики делились в социальных сетях тем, как работает зонд, чтобы любой желающий мог повторить задумку. Следующее устройство, которое мы использовали при запуске нашего зонда, это был вот такой GPS-трекер. Нужен он, значит, для того, чтобы отследить местоположение нашего зонда после приземления. Соответственно, так как наш зонд может улететь на значительное удаление от места запуска, в нашем случае он улетел примерно на 50 километров. Первое время создатели зонда планировали запустить спутник в космос, но это оказалось гораздо сложнее. Покупка места на ракете – дело затратное. И к тому же зонд решал задачи, которые перед собой поставили проектировщики. Цель данного конкретного запуска была именно проверить работоспособность нашей электроники, то есть проверить радиосвязь, работоспособность компьютера в этих условиях, нашей, то есть сборки, проверить, и соответственно мы делали замерение температуры, измеряли влажность, скорость, высоту полета. В проектировании первого ингушского зонда принимал участие Джамалил Султыгов, тоже по образованию физик. Зонд поднялся на определенную высоту, на заданную около 30 километров. Там он от перепада давления непосредственно шар взорвался, раскрылся парашют, и он вернулся на Землю медленно, наверное. И, соответственно, когда он уже долетел, на нем был установлен GPS-передатчик, он передал свои координаты, и ребята поехали и подобрали его. Нашли? Вот он, парашют. Вот сам шар. Вот зонд. Команда энтузиастов в ближайшее время планирует создать второй зонд, усовершенствовав его, расширяя возможности. Помимо прочего, ребята хотят пустить в небо тараканов, но это пока только в пределах мечтаний. Но кто знает. Лина Сычева, Ахмед Парчиев, Новости 24.